Здравствуйте, в эфире телеканала «Царьград», программа «Образ», и я ее ведущая Вероника Иващенко. Мы говорим о человеке, добре и вере, православный взгляд на актуальные проблемы дня сегодняшнего. Итак, в нашем выпуске. Крещеные татары в новом цикле программы «Образ. Православные народы России». Домострой, антицерковные гонения на Украине, униаты, раскольники и атеисты против православных христиан. Святой дня, 24 ноября, память колесования великомученика Георгия Победоносца. Святая правда, антицерковные гонения на Украине, в каком грехе обвиняет жителей Донбасса украинский лжепатриарх. Евангелие дня, Священное Писание в нашей каждодневной жизни. Сегодня мы начинаем новый цикл нашей программы «Православные народы России». Прежде чем перейти к беседе с нашими гостями, с нашим гостем, я предлагаю посмотреть небольшой опрос на эту тему. Мы спросили москвичей, знают ли они, какие народы нашей страны исповедуют православие. Русские, в первую очередь. Украинцы, белорусы, греки, наверное, болгары. Да трудно сказать, я не задумывался. 30 лет не живу в России. Не могу ответить. Православные? Вот украинцы, русские, белорусы. Кого там еще? Армяне? Да, армяне, грузины, правильно. Ну так, вот, пожалуй, основные. А коми? Ну да, и коми, все это. Немцы? Да. Ханты, манси? Русские, украинцы, белорусы, эстонцы, в частности. Эстонцы, латвийцы, латыши, литовцы. Много народов. На моей памяти, народности 10. Православные народы России. Ну, если с учетом того, что украинцы у нас, белорусы у нас, много прибалтийских, так сказать, народов, которые приняли православие. Значит, дальше. У нас православием занимаются еще народы Приуралья, они православные народы, там чуваши, значит, там мордва, значит, и так далее, они приняли православие. Ну, вот кратенько. Православные народы России, русские, ну и те, кто принял православную веру. Как мы и подозревали, никто не назвал татар, вторую по численности народность нашей страны. К сожалению, мало кто знает, что значительная часть татарского народа исповедует именно православие, и именно о православных татарах мы поговорим с нашим гостем, клириком храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, протоиереем Максимом Обуховым. Здравствуйте, отец Максим. Скажите, знаю, что вы недавно совсем совершили панихиду по крещенным татарским, болгарским и тюркским ханам. Расскажите, пожалуйста, что это было за богослужение и в чем его важность именно для православных татар? Да, я очень благодарен татарской общине за это приглашение послужить панихиду. Дело в том, что в VII веке нашей эры, за 300 лет до крещения Руси, на территории Южной Украины и частично Российской Федерации, на нынешней территории, находилось государство Великая Булгария, которое потом впоследствии дала, так сказать, жизнь болгарскому народу, татарскому и чувашскому. И князья, верхушка этих князей была, очевидно, крещенные. Повторюсь, за 300 лет до крещения Руси. И главным ханом, князем этого государства был хан Кубрат. И о нем есть достаточно уверенные свидетельства, что он был крещенным. И мы вот решили послужить панихиду под его реальным именем, тем более, что вот эти народы вышеназванные считают его своим праотцом. А скажите, я знаю, что вы окормляете московскую общину православных татар. Скажите, вообще много ли их в Москве и в России? Нет, я не окормляю. Не окормляете. Простите, но здесь я был приглашен просто как клирик в этот
в этот приход, потому что у меня есть определенные родственные связи с тем местом, где Поняла. находится могила. Это, как бы, это частности. Но это может, что очень важно, что может любой священник служить, их можно поминать под их реальными именами, потому что они были крещены в Византии, и наши соотечественники. Мало того, история с этим семейством православным как бы объединяет разные культуры, разные народы, Украину, Болгарию, Балканский регион, наших поволжские народности и, конечно, русский народ, и Византия, и Турция. То есть это, да, достаточно А скажите, много ли их интересно. вообще вот в Москве и в России, как вы, наверное, столкнулись все-таки? Ну, татары, народ имеет достаточно большое этническое, такое, знаете, этнографическое разнообразие. То есть разные диалекты в разных местах проживания. Ну, говорят, что не менее 10%, 10, может быть, 20% татар. Часть из них говорят, что мы никогда не переходили из ислама. Мы исконно всегда были православные. У нас не было такого момента, что мы перешли из ислама и там какую-то веру предали. Нет, это настоящие татары, крещены. А есть еще, конечно, какое-то количество татар, которые перешли или из ислама перешли в православие, или же они были, ну, как бы религиозно дифферентны и пришли, потом крестились. Батюшка, скажите, а не знаете ли вы случайно, существует ли различие между этническими группами кряшинов, нагайбаков и православных татар вообще? Ну, вы знаете, этот вопрос, скажу, тюркологии, они очень сложные, запутанные. Потому что кого считать татарами? Ведь раньше вообще всех тюрков называли татарами, которые проживали на территории России. Это есть казанские, астраханские татары, и сибирские, и московские, и, так сказать, касимовские, разные. Я думаю, что это вопрос скорее к специалистам. Спасибо вам большое, я поняла. Уважаемые зрители, мы недавно пообщались с митрополитом Казанским и татарстанским Феофаном, и вот что он нам рассказал именно о кряшинах. Давайте послушаем вместе. Очень много говорят о кряшинах. Кряшина, вот им ничего не дают. Немножко не так. Я начинаю глубже проникать в эту проблему. Я говорю кряшнам, езжу, дайте мне ваших детей. Я их обучу в семинарии, возьму все затраты, а затем я пошлю вам их на вашем языке, чтобы они несли проповедь. Давайте будем вместе. А ведь в какой-то степени вот это движение кряшин больше все-таки хотят не к фольклору такому. А это ведь путь такой и фольклора, и истории, все это надо. Но суть-то кряшина концентрируется вокруг их веры. Вот это очень важно. И если хотите, есть такие доводы, что кряшины приняли христианство раньше, чем Русь. Отец Максим, получается, существует какая-то серьезная проблема, потому что большинство имеют православные корни, ну, немало, а при этом как бы далеки от церкви. Это так? Ну, в общем-то, получается, да. То есть проблема крещенных татар у нас как-то игнорировалась, знаете, и недостаточно их окормляли. Они сами говорят, что нам нужна литургия на татарском языке, нужны книги, нужны священники и так далее. То есть надо заниматься этим вопросом, тем более, что, как сказал владыка, есть абсолютно, скажем, достоверное свидетельство о том, что татары являются православными исторически больше, чем русские, получается. А вот вы как раз сказали уже о том, что происходит как-то воцерковление, да, этих людей. Вот скажите, как можно их приобщить все-таки к вере, как воцерковить этих людей? Ну, вот по общению с крещенными татарами, которые я имел, так сказать, во время панихиды, мы пришли к общему выводу, что центральным моментом является сохранение татарского языка, как богослужебного языка. То есть дать им возможность вот национальной самореализации и, конечно, сохранение
национальной идентичности. То есть вот от этой логики немножко надо отойти. Вот русский православный, а татарин – это мусульмане. Но вот это не совсем так. Знаете, есть православные, ну, может быть, все народы, которые населяют Россию, есть и православные. Но чтобы татарину не стал перед такой сложной дилеммой перестать отречься от своей национальности, перестать быть татарином, стать русским. Вот если я крестился, я перестану быть татарином, я предам свой народ. Чтобы не ставить их вот перед такой двусмысленной дилеммой. Скажите, а вот лично вы как-то что сделали для того, чтобы приобщить их к вере? Вот, может, у вас был какой-то случай? Ну, вы знаете, я как бы не занимаюсь татарской общиной. Просто мы вместе провели вот эту очень важную акцию, которую я считаю, может быть, решающей для татарского народа, их самосознание. Вернуть память о вот этих князьях, хан Кубрат, хан Аспарух, как о православных христианах, вернуть их память. Поэтому я думаю, что эта община, она будет развиваться, но мне кажется, что крещен должны пройти через какое-то признание, потому что их проблемы во многом, они коренятся в ошибках, в миссионерских ошибках Византии. То, что в Византии крестили татар, или как это были кипчаки или булгары, крестили, но им не перевели богослужебные книги, не перевели Библию на тюркский язык. Далее наступает период Московского княжества, совместного проживания достаточно большого количества татар и русских в одном регионе, но, видимо, что-то было недоделано. Поэтому православные татары зачастую ассимилируются. То есть они как-то вот тоже идет отток в ислам. Отец Максим, мы уже говорили о недавнем православном богослужении именно на татарском языке. Я предлагаю послушать сейчас его участников. Я впервые за долгое время имел счастье присутствовать на служениях, в котором проповедь шла на церковно-крашинском и старославянском языках. Для меня и натурального, и природного крашина – это огромная радость. Действительно очень важно, чтобы люди могли молиться на православной молитве на своем родном языке. Потому что это как-то воодушевляет, делает более свободным. Очень спасибо вам за приглашение и за эту молитву. Спасибо. Отец Максим, а вы не знаете случайно, есть ли в самом Татарстане храм, где молитвы происходят именно на татарском языке? Там это есть, но, насколько мне известно, недостаточно. Недостаточно. Но этот вопрос сейчас находится в стадии развития. И сейчас обсуждается вопрос православных тюрков, их сохранения их языка богослужения, потому что человек, который плохо говорит по-русски, человек, который, может быть, для которого русский язык не является родным, ему трудно понимать церковно-славянский. Он для нас интуитивно понятен, да? А для, скажем, человека из чувашской деревни, из татарской деревни, может быть, церковно-славянский язык для кого-то может оказаться тяжелым. Вы знаете, сейчас готовится очень интересное мероприятие в Стамбуле. Конференция будет в январе по христианскому факторе в тюркском мире. Это очень интересная тема, потому что Россия является родиной большого количества тюрков. У нас в основном это 4 государства, где проживают почти все тюрки мира. Турция, Россия, Казахстан и Китай. И поэтому фактор тюрок-христиан, он очень-очень важен в геополитическом смысле. Тем более, что практически все представители всех тюркских народов, среди них есть и православные. Среди казахов, и среди татар, и среди башкир. Впервые такая конференция, да, проводится? Да, это очень интересно. И что любопытно, что и Турция как бы к этому относится спокойно. Замечательно. Вы знаете, буквально на днях стало известно, что лидер общины православных татар Динара Бухарова обратилась с открытым письмом к избранному президенту США Дональду Трампу с просьбой отменить скандальный закон о порабощенных нациях. И прежде чем поговорить об этом, сначала давайте посмотрим нашу справку.
Законодательно оформленный комплекс мероприятий Соединенных Штатов Америки по развалу СССР и России, автором проекта которого был известный американский русофоб украинского происхождения Лев Добрянский. 17 июля 1959 года президент США Дуайт Эйзенхауэр придал этому проекту силу закона. Согласно документу, к народам, утратившим независимость благодаря империалистической политике прямой и косвенной агрессии коммунистической России, были отнесены Польша, Венгрия, Литва, Украина, Чехословакия, Латвия, Эстония, Белоруссия, Румыния, Восточная Германия, Болгария, континентальный Китай, Армения, Азербайджан, Грузия, Северная Корея, Албания, Идель, Урал, Тибет, Казахия, Туркестан, Северный Вьетнам и другие нации. И к нашей беседе присоединяется лидер Московской общины православных татар Динара Бухарова. Динара, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам. Спасибо. Пожалуйста, расскажите поподробнее о своей инициативе. О том, чем вы занимаетесь вообще. Да, давайте сначала в преддверии скажу, что я представляю православных татар Москвы, также являюсь членом президиума татарской культурной автономии города Москвы от православных татар. Да, я от своего лица сделала обращение к Дональду Трампу. Почему? Потому что Конгрессом США принят был закон в 1959 году, закон о порабощенных нациях. И он гласит, что русский коммунизм поработил другие народы, в том числе вот Украина, Прибалтика, Идель, Урала, казаки. И то есть в силу того, что вот новый президент, и у нас есть надежда на то, что на улучшение отношений с Америкой, я вот хотела здесь сделать обращение, что закон сформулирован неверно. На самом деле коммунизм, он поработил народы, в том числе и русские, в том числе и татар, и другие народы. Вот посмотрите, что происходит сейчас на Украине. То есть закон до сих пор действует, нам этого не нужно. То есть мы хотим жить мирно, мы единый народ, как нация. И, конечно же, этот закон он должен быть отменен. Вы знаете, мы до того, как вы пришли, с батюшкой уже обсуждали именно количество вот православных татар. Очень интересно, вы не могли бы поподробнее рассказать, сколько их в Москве и вообще в России? То есть, да, в Москве вообще сложно, конечно, подсчитать, но я думаю, что даже больше 30% от числа всех татар. Во-первых, существуют этнические крещенные татары, есть новокрещенные, есть очень большой процент татар от смежных браков. И 80% смежных браков они принимают, то есть дети принимают именно христианство. Вот, поэтому 30% и даже более. Сколько? В городах вообще очень велик этот процент. Почему? Потому что люди как-то оторваны от среды, да, в какой-то мере. Потому что, учитывая то, что сегодня это как-то не широко об этом не говорят, что татары это, по сути, двухконфессиональный народ, то люди, когда в городах, они более спокойно принимают крещение. Вот в связи с этим я хотела, конечно, здесь пояснить, что нам, православным татарам, не хватает христианской татарской традиции. То есть она уже существует, но ее необходимо развивать. Вот есть такая христианская традиция татарская, исходная. Она, как считал отец Даниил Сысоев, именно эта традиция легла в основу единоверчества. То есть мы вот хотели бы эту традицию развивать. Это двуголосное мужское пение, это ковры в храмах, это снятие обуви перед тем, как войти в храм, это возможность совершать омовение перед храмом, это литургия на татарском языке или частично. Это, естественно, подготовка священнослужителей, татароговорящих. То есть эту традицию нужно развивать. В Татарстане нужно ее особо важно, чтобы она развивалась. Ну и по России тоже начинать вот в храмах ее вводить в места компактного проживания татар, в принципе. Потому что татары испытывают такой духовный голод, получается, что по сути мы двухконфессиональные, нужна здесь такая поддержка именно татарского национального, то есть татарского христианского такого обряда.
Динара, скажите, вот мой вопрос может показаться болезненным, но нет ли конфликтов между татарами-мусульманами и вот их православными братьями по языку? Я бы сказала так. Вот Рустам Нургалиевич Минниханов, он очень много сделал как для крещенных татар, и, в принципе, сегодня сепаратизма мы видим не так много, как раньше. Поэтому именно в Татарстане были такие моменты, я бы их назвала маргиналами, которые очень недовольны были моим обращением. Хотя мое обращение, оно для адекватного, нормального человека, оно должно быть, конечно, нормальным и хорошим, потому что мы не хотим сегодня видеть то, что происходит на Украине. То есть мы дружим вообще как раз с адекватными мусульманами, которые могут вести именно беседу культурно, не переходя каких-то граней. У меня таких друзей очень много. Скажите, а выходят молитвенники или богослужебная литература на татарском языке? В Татарстане есть даже литургии служатся на татарском языке, но приходов слишком мало. То есть при таком количестве крещенных татар, конечно, это, я бы даже сказала, ничтожно мало. То есть эту традицию надо именно, я даже думаю, чуть ли не во всех приходах хотя бы частично делать. То есть начинать вот эту работу проводить, чтобы мы помогли татарам крещенным. Скажите, а ставится ли такой вопрос, вот, чтобы в Москве, пусть хотя бы в одном храме, но были службы на татарском языке? Мы как раз проводим, наша община православных татар, в храме апостола Фомы, мы пытаемся эту традицию возродить. Да. То есть мы вот проводим молебны на татарском и церковнославянском языках. Вот, отец Максим панихиду отслужил по православным ханам, татарским, болгарским. То есть как раз это все в рамках вот возрождения вот этой христианско-татарской традиции. Отец Максим, Динар, уважаемые зрители, как говорится, день принадлежит не только нам, он также отмечен вечностью. Сегодня в очередном материале своей авторской рубрики Михаил Теренков расскажет нам о великомученике Георгии Победоносце и посвященном ему Московском храме. Давайте посмотрим. Среди московских храмов один имеет особое значение. Это величественная церковь в Парке Победы на Поклонной горе посвящена великомученику Георгию Победоносцу. Воину, пострадавшему за веру при императоре Диоклетиане, святому, которого на протяжении многих веков считают небесным покровителем всего христолюбивого воинства. Великомученик Георгий родился в III веке в богатой христианской семье. Поступив на военную службу, выделяясь умом, храбростью, физической силой и красотой, он быстро достиг звания тысяченачальника и был приближен императором Диоклетианом. В 303 году, узнав о начале великого гонения против христиан, святой Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю рабов и, явившись к Диоклетиану, открыто объявил себя христианином и обличил императора. После уговоров отречься от Христа, святого подвергли чудовищным мучениям, которые он мужественно перенес, прославляя Господа, после чего страдальцу отсекли мечом голову. Георгия Победоносца почитают многие христианские народы. Но именно в русской церкви с 1945 года, когда память святого совпала со светлым Христовым воскресением и последними победоносными ударами нашей армии, 6 мая стало особенным днем, предваряющим День Победы. И совершенно не случайно, что окончание войны совершилось в день Пасхи Христовой и в день памяти святаго великомученика и победоносца Георгия. Как мы замечательно называем этого святого, не просто великомученик, но победоносец. Тот, кто несет с собой победу. Он не просто одержал победу над злом, он не просто одержал победу над мучителями. В начале IV века, будучи мучим по приказу императора Диоклетиана, последнего римского императора, который гнал христиан, но еще и потому, что с его именем связываются очень многие победы.
И сегодня каждый приходящий в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе может поклониться частице мощей этого святого и молитвенно помянуть всех защитников русской земли, чьи славные победы дарованы во многом благодаря заступничеству именно великомученика Георгия. Михаил Тюренков, Царьград. Сегодня память страданий великомученика Георгия с особым благоговением совершается в Грузинской православной церкви. Вообще, грузины, как известно, считают своим небесным покровителем именно этого святого. Отец Максим Динар, расскажите, а именно у татар какие покровители из святых? Да, есть действительно святые татары. Это в первую очередь Петр и Стефан Казанский, Петр Ордынский, это святая Платонида Мученица, Серпион Кожеозерский, Пафнутий Боровской. Также своими духовными предками, скажем, то есть есть ханы православные. Я даже вот выписала. Симеон Бекбулатович Сайнбулат хан, Сартак сын Батыя, внук Батыя Улакчи, хан Сид Бурхан Василий Арсланович, его мать Фатима Султан Саитовна. И вообще, то есть эти списки, они, то есть кого-то мы даже и не знаем, то есть они велики, скажем. То есть традиция, она широкая. Отец Максим, вы хотели что-то добавить? Но ведь, знаете, кроме канонизированных прославленных святых, есть еще множество святых, имена которых известны только Богу. Да, конечно. И я уверен, я абсолютно уверен в том, что со времен крещения в Великой Булгарии вот эта цепочка преемственности, то есть татар, христиан, никогда не прерывалась. Может быть, их становилось больше, может быть, меньше когда-то, но она не прерывалась. Поэтому происхождение крещен, конечно, нужно вести именно от Кубрата. Ну, Кубрат не был, конечно, он канонизирован как святой. Если бы он был, его уже болгары давно бы канонизировали. Мы о нем слишком мало знаем. Благодарю вас за очень интересную беседу, и обязательно мы к ней еще вернемся. У нас начинается только цикл программ о православных народах. Ну что ж, искренне надеюсь, что православным татарам удастся наладить полнокровную церковную жизнь, сохранить свой уникальный язык и культуру. Напомню, мы беседовали с клириком храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке протоиереем Максимом Обуховым и лидером Московской общины православных татар Динарой Бухаровой. А теперь к основным церковным новостям, пульсу нашей православной жизни. Праздничным концертом в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя завершились торжества по случаю 70-летия святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На мероприятии присутствовали члены делегаций поместных православных церквей и других конфессий, иерархи и священнослужители, представители государственных органов, общественных и благотворительных организаций, дипломаты, деятели науки и культуры. Президент России Владимир Путин вручил святейшему патриарху орден за заслуги перед Отечеством первой степени. А в ходе личной встречи перед началом концерта глава государства подарил предстоятелю панно из балтийского янтаря с изображением Свято-Троицкой Сергиевой лавры и пожелал успехов в служении пастве и русскому народу. Председатель управления мусульман Кавказа Аллах Шукюр Пашазаде и святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в патриаршей резиденции затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Пашазаде выразил благодарность Русской Православной Церкви за мирные усилия в этом регионе, отметив, что только благодаря ей конфликт в Карабахе не стал религиозным. Святейший патриарх Кирилл встретился также с верховным патриархом и католикосом всех армян Горигином II. В беседе с главой Армянской апостольской церкви представитель Русской Церкви отметил важность межцерковных связей, которые всегда стимулировали братские отношения между русским и армянским народами. Предстоятель Православной Церкви в Америке митрополит Тихон на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом выразил осторожный оптимизм в связи с избранием на пост президента США Дональда Трампа. «Я лично, верующие и епископы Православной Церкви в Америке, надеемся, что он сохранит стабильность в Соединенных Штатах и будет развивать добрые отношения с другими государствами, в особенности с Россией». Жизнь церкви богата и разнообразна, и подробнее о последних церковных новостях вы можете узнать на страницах сайта Царьград ТВ. Нам, православным христианам, необходимо смотреть на текущие события через призму религиозного миропонимания. Сегодня в своей авторской рубрике «Святая правда» протоиерей Андрей Ткачев расскажет об антицерковных гонениях на Украине. В каком грехе обвиняет жителей Донбасса украинский лжепатриарх? Спасибо, Вероника.
Ну, а мы, друзья, перейдем к очень интересной теме. Есть такой человек, на свете живет, звать его Миша, ну, не Саакашвили, Михаил Денисенко, бывший митрополит Киевский и Галицкий и всей Украины, а ныне растрига, злодей и преступник. Миша на себе нагреб, конечно, грехов уже. Слушай, там в Дантовом аду таких нету, как Миша. Вот. Но, тем не менее, он все еще живет и пока что еще вещает там, значит, своим старческим языком всякие безумные глаголы. Значит, недавно Миша сказал, что жители Донбасса виноваты в том, что их расстреливают. Ну, типа, голосовали за референдум, да? Ну, распишитесь, как бы, значит, получай деревня трактор. Распишись за пулемет. Значит, такой, бомбим вас, да, вот вам вот так вот, вам вот так вот, вам вот, говорит митрополит, лжепатриарх, значит, и злодей, приступивший через все заповеди Господни и вытерший ноги от каждую заповедь 100 раз. Ну и, к счастью, мы не молчим, потому что мы словесные, и епархия Горловская, Донецкая и Горловская, если точнее, опубликовала официальный ответ, значит, Михаилу Денисенко на его кровавые пассажи в прессе. За годы войны братоубийственной, которая началась на самом деле по причине раскола украинского общества на Запад и Восток, на самостейников и великороссов, на церковь каноническую, Богом признанную, и церковь злодейскую, карикатурную, клоунскую, которую Миша возглавил. Значит, за все это время, значит, в чем все эти злодеи виноваты, значит, погибло официально только, умножайте на 8, 9553 человека. А там же судьба за каждым стоит человеком. Там же родили, кормили, воспитывали, учили, плакали, молились, влюблялись, строили, жили, рожали. И пострадали 22 137 человек. Это на июль текущего года. Это все вот эта война. Обращение Горловской и Донецкой епархии недвусмысленно говорит о том, что кому ты служишь, Миша Денисенко? Ваалу, который крови хочет, что дьявол хочет крови. Я слыхал от старых священников, такие, они уже покойные все, а я еще был совсем маленький, они были уже старенькие. И они говорили, что когда Сталин репрессии учинял, то он не мог не учинять их, потому что к нему дьявол приходил. И, говорит, дьявол крови хочет. Крови хочет дьявол. Это, конечно, такое сельское, простое, такое бытовое объяснение там, кошмара репрессий. Но в этом сельском бытовом объяснении есть очень много правды. Дьявол крови хочет. Он ею дышит, он ею питается. Это его пища, это хлеб насущный для сатаны, кровь, пролитая невинного человека. И Миша, собственно, этому Богу и служит. Об этом и говорит коммюнике там, или там, сказать, заявление Донецкой и Горловской епархии. Разобщение гражданского общества, ссоры, разногласия, которые есть в нашем обществе, они говорят про Украину сегодня, это плоды церковного раскола, во главе которого стоит как раз Миша Денисенко, бывший митрополит и ныне лжепатриарх. Уж насколько безбожен, значит, скажем так, нерелигиозен, не молитвенен, значит, господин Лукашенко. Он, так сказать, православный атеист, как он сам ляпнул однажды, за что мне его очень жалко. Говорит, что у нас церковь одна и раскола не будет. И он прав. Как государственник, как мужик, стоящий во главе, он, в принципе, прав. Потому что разделите душу народа, разрежьте глаз, глаз будет видеть. То есть туда и сюда, как у хамелеона. Ничего подобного. Глаз ослепнет. Разделите душу народа. Да, униатство, Киевский патриархат, УАПЦ, там та-та-та-та-та. И потом только там, значит, в большинстве по количеству, но миноритарная по признанию государством, законная православная церковь. Страдания получаются. И вот эти люди, которые родили кровопролитие, которые были заразами и безбожниками до того, как кровь полилась, они же были мздоимцы, это же были развратники, это были мерзавцы в монашестве, рожающие детей. Это были слуги партийного режима, хранящие коммунистическую красную кровавую кассу. Это именно они, это Миша по фамилии Денисенко. И этот человек говорит сегодня, что кровью нужно платить людям Донбасса
за нежелание жить в собачьей стране под собачьими законами. Это что такое вообще? Это логика евангельская, а именно «Змеи, порождение ехидновы, дополняйте меру беззаконий ваших. Да придет на вас вся кровь праведная, проливаемая от сложения мира, от Авеля праведного до Захарии, сына Варахиина, убитого между алтарем и жертвенником. Собирайте, паразиты, на себя всю кровь праведную. Собирайте, собирайте. И то, что Миша живет, это знак того, что Бог очень долго терпит. Но Бог долго терпит, но больно бьет. Миша, дожидайся. Напоминаю зрителям, что в эфире программа «Омбра». Сейчас мы переходим к нашей постоянной рубрике «Домострой». Позавчера святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на торжественном акте в честь своего 70-летия в храме Христа Спасителя, обратил особое внимание на трагическое положение православной церкви на Украине. Сегодня украинскую церковь пытаются вовлечь в глубокий конфликт, разделяющий общество, и сделать ее заложницей этого конфликта. Происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется клеветническая информационная кампания против церкви. В украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых – дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину страны. Политики, не имеющие представления о внутренней церковной жизни, пытаются вмешиваться в эту жизнь и регулировать ею. Как правило, дискриминационные законопроекты против канонической церкви на Украине предлагают те депутаты, которые оказывают поддержку расколу или являются греко-католиками по вероисповеданию, или придерживаются атеистических убеждений. Даже среди авторов обращения Верховной Рады к Константинопольскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии украинской церкви большинство подписавшихся являются униатами или раскольниками. Именно о том, что происходит в религиозной жизни Украины сегодня, и об исторических корнях этой трагедии мы поговорим с известным историком церкви, профессором православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владиславом Петрушко. Здравствуйте, Владислав Игоревич. Правильно ли я понимаю, что попыткам уничтожить каноническое православие на территории современной Украины им уже не 3 года, не 5 лет, а это исчисляется столетиями? Почему так сложилось? Разумеется, но прежде всего, конечно, надо вспомнить здесь печальной памяти Брестскую унию 1596 года, которая, вот, собственно, впервые попыталась привести к папскому Риму тот народ Западной Руси, который тогда проживал на территории, которая позже будет называться Украиной, Белоруссией. Собственно, именно тогда вот впервые было на этих землях навязано православному населению вот это достаточно такое вот химерное образование, уния. То есть, что под этим следует понимать, это попытку православных заставить стать католиками, принять католическое вероучение, подчиниться Папе Римскому, сохранив при этом православную восточную обрядность, которая, ну, в общем-то, оказывается неким, скорее, таким фиговым листком, прикрытием, под которым скрывается вот этот католицизм восточного обряда. И уже тогда невероятное по силе сопротивление православного населения имело место. Народ не желал принимать унию, уния насаждалась насильственно. Здесь выступали в качестве союзников и католические власти Речи Посполитой, польско-литовского государства, и папский Рим, которые вот поначалу хотели именно Западную Русь, так сказать, перевести в юрисдикцию Рима, а затем надеялись, что этот опыт будет распространен и на Восточную Русь, на Московскую Русь. Не случайно по времени очень близко расположены друг от друга вот эти события. Заключение Брестской унии и смутное время. Мы знаем, что
и переговоры первого Лжедмитрия с папским Римом и с королем Польши Сигизмундом III, они предусматривали введение унии на территории Московского государства. И в дальнейшем, когда уже открытая интервенция поляков имела место, когда Сигизмунд III пытался сначала своего сына, королевича Владислава, утвердить на московском престоле, а потом, передумав, и сам хотел стать московским царем. Собственно, все это подразумевало также введение католицизма на территории московского государства. Так что у униатства, как вот инструмента укатоличивания православного населения Руси и лишения его отеческой веры, его идентичности, построенной на православном вероисповедании, все это, в общем-то, достаточно давно уже происходит и продолжается, к сожалению, сейчас на современной Украине, где, увы, вот те события после Майдана, в ходе которых вот восторжествовали идеалы самого такого грубого пещерного национализма, они оказались созвучны вот тем идеалам, на которых строилась прозелитическая деятельность униатов. Владислав Игоревич, как раз в продолжение ваших слов, и, уважаемые зрители, сейчас мне очень хотелось бы предложить посмотреть всем нам материал Михаила Теренкова на тему как раз нашей беседы о том, что же представляет собой греко-католическая уния на Украине. Западная Белоруссия, Брест. Этот древний город известен не только героической обороной 1941 года. Веками он был важнейшим западным рубежом всего русского мира. А в конце 16-го столетия именно Брест, будучи в те годы под властью Речи Посполитой, стал местом трагически известной Брестской унии, на века осложнившей отношения между православной церковью и церковью католической. Брестская церковная уния, решение ряда епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви о принятии католического вероучения и переходе в подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской литургической традиции на церковно-славянском языке. Акт о присоединении к Римской католической церкви был подписан в Риме 23 декабря 1595 года и утвержден в октябре 1596 года на Униатском соборе в Бресте. Разумеется, подчинение части западнорусских православных архиереев католикам с признанием их богословской правоты не привело к христианскому единству. Напротив, началось насильственное обращение тысяч православных людей Западной Руси в католичество, что во многом обернулось и против католиков. Многие православные святые противились унии, прозорливо понимая опасность, которую несет Западной Руси это трагическое разделение, причем не только в настоящем, но и в будущем. Так страшнее всего это разделение проявилось спустя 4 столетия на Украине, когда именно униаты стали основой самого агрессивного украинского национализма. Одному из этих разделений более 400 лет. И оно направлено всегда было на разделение народа, жившего в этом регионе. И когда сегодня, говоря о том, что кто-то со стороны разрушил единство украинского народа, мы отвечаем: помолчите. 400 лет работали на то, чтобы разделить наш народ на Украине. И если бы греко-католицизм представлял движение самих католиков в сторону византийской обрядности, а также богословия греческих отцов церкви, то он вполне бы мог стать прочным мостом для православно-католического диалога. В реальности же именно униатство в своем украинском изводе вплоть до наших дней остается главным камнем преткновения. Владислав Игоревич, а почему Ватикан так упорно покрывает греко-католиков, которых за их ужасные злодеяния даже как-то язык не поворачивается назвать христианами? Ну, думаю, что прежде всего потому, что в греко-католиках всегда видели некий инструмент, таран, можно так сказать, да, которым надеялись прошибить путь себе на восток католики, и видели именно вот средства прозелитизма, которое исторически себя, как казалось, на территории польско-литовского государства оправдало, надеялись, что и в будущем это удастся. Мы видели попытки такого прозелитизма униатского и в 20 веке, вот в частности во время Первой и Второй мировой войн, когда митрополит униатский Андрей Шептицкий предпринимал такого рода действия. Но очень хочется надеяться на то, что при нынешнем папе Франциске все-таки какие-то перемены произойдут. По крайней мере, все-таки во время голландской встречи
между нашим патриархом Кириллом и папой Франциском впервые уния была, пусть не так, может быть, резко, как хотелось бы, но все-таки осуждена, признана, так сказать, ложным средством достижения церковного единства. Вот именно этот пункт старательно на протяжении последних 20-30 лет во время переговоров между православной и католической сторонами Ватикан старательно вычеркивал. И я так думаю, что во времена Иоанна Павла II, конечно, особо покровительство Ватикана украинским униатам сказывалось, поскольку, конечно, вот польская ментальность этого папы, видимо, была где-то отчасти сродни украинскому национализму в его антироссийском, антиправославном настрое. Ну вот повторяю, что хочется верить, что то, что было все-таки подписано в Гаване, это первый шаг на пути того, что Ватикан все-таки как-то пересмотрит свое отношение к униатам. А скажите, вот украинские раскольники-националисты, они называют себя православными. Один из их лидеров даже наряжается как патриарх. Вот объясните, что это лжеправославие, что так не может быть. На Украине много такого лже. Греко-католики тоже себя часто называют православными, говоря, что они католики, так сказать, по вере, православные по обряду, другие фигуры речи используют. Все это еще тоже со времен Сигизмунда III и Брестской унии идет. Король Польши тогда православным заявил, когда уния была заключена, что ничего нового в ваших обрядах из Рима не принесли ваши епископы, подписавшие унию. Конечно, это все лукавство. Что касается раскольников, то, конечно, прежде всего ими движет национализм. Тот национализм, который совершенно противен духу Евангелия и который, собственно, в принципе не позволяет им по духу быть православными. Да? И, конечно, то, что на Украине, так сказать, есть деятели, не только Филарет Денисенко, там есть гораздо более маргинальные фигуры, которые тоже пытаются себя именовать патриархами киевскими, украинскими, всея Руси Украины там, и так далее. Вот. Ну, что здесь сказать? Это, конечно, с одной стороны, игра каких-то амбиций, честолюбия каких-то отдельных личностей, а с другой это всякий раз, конечно, проявление вот того оголтелого националистического духа, который, увы, захлестнул Украину уже в постсоветский период, да, и который вот с таким, так сказать, таким пышным цветом расцвел после событий на Первом и Втором Майдане. Ну, то, что мы сейчас вот наблюдаем, к сожалению. Я должна сказать нашим уважаемым зрителям, что вы написали книгу как раз именно на ту тему, на которую мы сегодня разговариваем. Вот расскажите, пожалуйста, немножечко о ней. Ну вот да, у меня действительно вышла несколько лет назад книга о попытках создания Киевского патриархата украинскими греко-католиками и раскольниками. Она посвящена событиям украинской церковной истории 20-го столетия. Если кто-то желает подробнее с этой темой ознакомиться, я вот рекомендую эту книгу. Вот, ну, что тут сказать? К сожалению, написанное несколько лет назад имеет сейчас малоприятное продолжение, как мы видим, поскольку вот именно сейчас, после событий на Майдане, и греко-католики, и раскольники оказались, так сказать, в тесном союзе с нынешней постмайданной властью. Напротив, Украинская православная церковь каноническая, которая не разделяет этих националистических идеалов, для которой вся паства, так сказать, одинаково дорого и ценно. Да? Она не разделяет ни русских, ни украинцев, ни представителей других национальностей среди своей паствы. Она, увы, не вписывается, так сказать, вот в ту идеологию, которая восторжествовала. И отсюда, конечно, попытки ее не только дискриминировать, но подвергнуть откровенному гонению. Мы знаем за последние годы множество случаев насильственного захвата храмов. Мы видим то, что сейчас происходит, и, к сожалению, Конечно, Украина – это наша общая боль. Очень хочется надеяться, что эта страна вспомнит свое родство, то, что она является наследницей нашей общей православной колыбели Святой Руси. Напомню, у нас в гостях был известный историк церкви, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. Сегодня мы поздравляем Георгиев, Константинов, Арестов и Родионов. Как говорили на Руси в старину, ангелом-хранителем златвенец, именинникам доброго здоровья. А завершает нашу программу постоянная рубрика «Евангелие дня». Я же с вами прощаюсь. В студии была Вероника Иващенко. Храни вас Господь.
Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Любители Божьего Слова, открывайте уши. Сегодня мы с вами поговорим про новости. Про всякие кошмары, которые передаются ежедневно очень щедро по разным информационным каналам. Телевизору, радио и интернету. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Новости украшают наш быт. Еще землетрясение, еще один убит. Так поет один из современных поп-культовых певцов. Вот 13 глава Евангелия от Иоанна говорит, от Луки, простите, говорит нам о том, что были какие-то события, касающиеся гибели людей. И Христу об этом говорили. А он вот что сказал. Значит, были некие галилеяне, то есть жители Галилеи, которые приносили жертвы, и которых побили солдаты Ирода, или Пилата. И кровь людей смешалась с кровью жертв. Иисус сказал им на это следующее. «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян и так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Потом ему сказали там про какую-то башню Силаамскую, которая упала и раздавила собою камнями своими 18 человек. И Христос говорит: «Думаете ли вы, что эти люди, подавленные камнями, упавшие башни, были грешнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». То есть Евангелие говорит нам буквально о сегодняшних вещах. Потому что СМИ по тайному сговору, как бы договорившись, без бумаг, без подписанных договоров, такой как бы негласный договор такой у них есть, значит, кормят нас информацией о чужих смертях. И человеку почему-то приятно знать, что кто-то разбился, кого-то раздавило, кто-то сгорел, кто-то угорел, кто-то утонул, а кто-то взорвался, а кого-то завалило, засыпало где-нибудь в шахте под землей. Как бы сравнивая себя с другими, человек думает: о, так я еще неплохо живу. То есть я не сгорел, не угорел, там, не утонул, там, не спекся, не порвался на части, значит, такое, и под землей меня не засыпало. То есть, может быть, для этого. Может быть, для того, чтобы раскачать наше сознание. Не знаю для чего. Но существует негласный сговор СМИ, которые, как будто договорившись, будто подписавший контракт, рассказывают нам о том, кто чем подавился, кто от чего отравился, кто об какой угол головой оббился, кто кого застрелил, кто кого зарезал. И нам, к сожалению, к стыду, каюсь, приятно слышать о чужих смертях. То есть смерть в нашем подъезде, смерть в нашем родстве, смерть в нашей семье, моя личная смерть – это неприятная вещь. А вот смерть где-то там кто-то там утонул, ну, утонул. Ведь да, ну, нагрешил, понимаешь, наверное, да? Нагрешил же. Бог же иначе так не топит людей. Нагрешил, утонул. Нагрешил, сгорел. Так вот, для того, чтобы нам исцелить свою бедную душу, сегодня мы читаем 13 главу Евангелия от Иоанна, где Господь говорит, что не грешнее они, чем все остальные. На тех башня упала, тех солдаты побили, порезали, и кровь человеческая смешалась с кровью скотины, приносимой в жертву. Но он не грешнее тебя. Он не хуже тебя. Вот ты смотришь, там в Ираке вот это, в Афганистане вот это, в Сирии вот это, там бомба упала, там свадьбу разбомбили, почему-то американцы, значит, там что-то еще натворили, какие-нибудь гады, может, там взорвался, значит, человек, это шахид какой-то, значит, обвязался динамитом, вот такой, и думаешь, ну и что это все? С одной стороны, случайности в мире нету, все закономерно. Господь бдит над событиями. Но вот он нам говорит, что ты не лучше его. Ты живешь, но ты не лучше. А они погибли, они не хуже. Но если не покаетесь, все также погибнете. Поэтому облобызайте покаяние, христиане,
возрадуйтесь о том, что Господь говорит нам: покайся. Покайся и веруй в Евангелие. Значит, мы должны покаяться в грехах своих и веровать в Евангелие. Вот и все. «Ходи предо мною и будь непорочен», сказал Бог Аврааму. А всем остальным говорит: покайся и веруй в Евангелие. А если нет, все также погибнете. Это Он сказал. Он не врет и не ошибается. Будьте счастливы.